Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте, в эфире новости. В ближайшее время с вами Анастасия Маслова. Коротко о главном. Семьи с проверками. В Улукхемском районе инспектор по делам несовершеннолетних провели рейды. 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована. Насколько она возрастет? Особенности населения и значение орнаментов. В Кызыле презентовали книгу «Узоры тувинского народа». Об этом и не только подробнее. В Туве готовится к пожароопасному периоду. Для реализации задач по профилактике возгораний и своевременному реагированию глава региона Шалбан Караул утвердил и согласовал сводный план тушения лесных пожаров на территории республики с Департаментом лесного хозяйства, авиалесохраны и Рослесхоза. На сегодняшний день по его указанию заключены соглашения об обеспечении взаимодействия при тушении трансграничных пожаров с органами власти республик Алтай, Хакасия, Бурятия, Красноярского края и Иркутской области. На приобретение пожарного инвентаря и страхование членов добровольных пожарных команд в текущем году выделено 688 тысяч рублей. Отдельным пунктом в плане подготовки к пожароопасному периоду стоит разъяснительная работа среди населения. По предварительным оценкам Госкомлеса Тувы к пожароопасному периоду на сегодняшний день готовы Ирзинский, Тесхемский, Чедихольский, Дзунхемчикский, Чехольский, Кызылский, Кахемский, Пихемский и Авюрский районы. Ограниченная готовность в Судхольском и Брунхемчемском районах. Кадровые перестановки в региональном управлении ГИБДД. На должность начальника назначен подполковник полиции Андрей Светошев. Ранее он был заместителем начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Республики Тыва. Главный дорожный полицейский региона в числе приоритетных определил такие направления служебной деятельности, как обеспечение неотвратимости наказания нарушителям правил дорожного движения, создание условий для более эффективного предоставления гражданам государственных услуг, в том числе в электронном виде, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и надзорная деятельность. Как исполняют родительские обязанности семьи в Улукхемском районе, выясняли инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские с проверками нагрянули сразу к нескольким семьям, которые ведут асоциальный образ жизни. Родители, несмотря на то, что в доме дети, злоупотребляли спиртным. Не везде рейды закончились лишь одними проверками. Подробности в следующем сюжете. К этим семьям инспектор по делам несовершеннолетних приходит не первый раз. Разгульный образ жизни, который вели родители, довел до того, что жить вместе с родными людьми для их детей стало невозможно. На трассе голосовали, когда сюда собирались ехать-то, тогда забрались. Пьяная, но немножко выпившая была. Разлука с детьми заставила родителей взяться за ум и начать исправлять ситуацию. В доме стало чисто, продукты питания есть. Дети, вернувшиеся к родным, ухоженные и сыты. Но так не у всех. В некоторых домах инспекторы увидели совершенно иную картину. В настоящее время проживаете здесь, да? Yeah. В доме у свекрови, да? Yeah. А муж где ваш? В течение 2 дней вас не было. Где вы находились? 10 числа вы вышли из дома, оставив ребенка. Да? Где вы находились? Вы употребляли спиртное сегодня? История этой женщины полицейских не убедила. Факты говорят сами за себя. Оставлять малыша с мамой было просто опасно. Ребенок 6 месяцев. Мы его изъяли и поместили в детское отделение. Причина изъятия из-за того, что женщина в течение 2 суток злоупотребляла алкогольными напитками, оставила ребенка у знакомых, те, которые тоже в течение 2 суток употребляли алкогольные напитки у себя дома, вследствие чего ребенок остался без надлежащего присмотра. В отношении матери полицейские составили протокол о неисполнении своих родительских обязанностей. Дальнейшую ее судьбу будет решать комиссия по делам несовершеннолетних. Анастасия Маслова, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Узоры тувинского народа в одной книге. В Центре тувинской культуры презентовали сборник национальных орнаментов. Автора Любовь Адык-Тюлюш. В своем издании она рассказала об особенностях населения и значениях тувинских орнаментов. Книгу пролистала и наша съемочная группа. Современное искусство кардинально отличается от вековых традиций тувинского народа. Сегодня в рисунках на одежде или предметах обихода изображения редко несут какой-либо смысл. Круги – это просто круги, а цветочные узоры – это обыкновенный декор. В древние же времена узоры имели глубокое сакральное значение. Для тех, кто почитает традиции предков и многовековую культуру, орнамент представляет собой богатое наследие неисчерпаемой народной мудрости. Так и Любовь Адык-Тюлюш увлеклась тувинскими узорами и орнаментами в 5-летнем возрасте, когда отец отвез ее в сакральное место. Мое увлечение началось
Когда мне было 5 лет, значит, с отцом на коне приехали мы в Чахольский Кажун, Сюмебели, и мы туда зашли. В самую первую очередь я посмотрела на узоров. И там 4 разных цвета были. Белый, зеленый, красный, синий. Увлечение тувинскими узорами, орнаментами и их сбор со временем перерос в идею написать книгу. Как утверждают ученые, народный орнамент – это особая знаковая система, каждый элемент которой не имеет свое значение. Сейчас, в наше время, выходит достаточно много хороших, интересных книг. Эта книга одна из первых, которую, наверное, будут изучать, исследовать и школьники, и студенты, и просто культурологи, искусствоведы, и всем, кому интересна духовная культура тувинского народа. Традиционный тувинский орнамент – это язык тысячелетий, который использовался предками задолго до возникновения письменности. Не случайно узоры появлялись на предметах одежды, текстильных изделиях, предметах обихода. По словам автора книги, древние тувинцы верили, что орнамент служит не только для украшения повседневности, но также для защиты от всяческого зла. В настоящее время у нас по магазинам очень много шелка продают. Допустим, мастерицы шьют цветы. Вот шелк с узором цветов шьют для мальчиков. Это нельзя. По тувинскому обычаю надо шить, чтобы именно для мальчика был касхе. Через искусство нанесения знаков люди испокон веков стремились к истине. Сегодня многие тайны узоров канули в лету, но большинство их раскрыты. И знаниями может овладеть каждый, кто желает прикоснуться к истории. Стоит отметить, что презентованная книга в данный момент единственная в своем роде, которая собрала в себе огромное количество узоров с описанием смысловой нагрузки каждого орнамента. И в скором времени книга будет переведена на русский и английский языки. Анастасия Маслова, Чинче Самбуга, РС Хавалык, телекомпания «Новый век». Сейчас прервемся на рекламу, а после нее продолжим. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Центр ремонта «Раликс Кар» качественно проведет комплексную диагностику, ремонт и регулировку, развал схождения вашего автомобиля. Работает подбор и продажа запчастей. «Раликс Кар». Мы создаем автокомфорт. Кичилуола 3, дробь 1. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Новый магазин «Замок» на Аюна Курседи 103. Защити свой дом и все, что в нем. Здесь вы найдете замок к любой двери. Замки Аюна Курседи 103. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи 54. Одно из направлений деятельности фонда социального страхования – обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об этом подробнее мы поговорим с руководителем группы страхования профессиональных рисков регионального отделения фонда социального страхования Чергалом Тапураном. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, зачем страхователям подтверждать основной вид экономической деятельности? Учитывая, что в соответствии с 125-м федеральным законом от 24 июля 1998 года об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является защита имущественных интересов работающих граждан вследствие утраты этими гражданами профессиональной трудоспособности при исполнении им обязанностей по виду экономической деятельности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Таким образом, государству необходимо знать, какими видами деятельности занимаются работники. Существует всего 32 класса профессиональных рисков. Класс профессионального риска — это уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сложившихся видом экономической деятельности работодателей. От класса профессионального риска зависит вероятность получения повреждений
здоровья при исполнении их обязанностей по тому или иному виду экономической деятельности. Поэтому необходимо подтверждать вид экономической деятельности. Какие последствия для тех, кто не делает этого? Негативные последствия в виде штрафных санкций каких-либо не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Однако в связи с неподтверждением вида экономической деятельности до 15 апреля текущего года отделение фонда социального страхования относит страхователей к наиболее рискованному, наиболее высокооплачиваемому страховому тарифу, так как это предусмотрено постановлением 713 Российской Федерации. Конфликтные ситуации когда-то вот бывали при этом? Ранее недобросовестными страхователями, которые забывали подтверждать вид экономической деятельности до 15 апреля, это успешно оспаривалось в судах. И в связи с этим правительством Российской Федерации внесены изменения в законодательство, в соответствии с которым спорные ситуации, пробелы, которыми пользовались недобросовестные страхователи, были устранены. В связи с этим сейчас, с 2017 года, отделение фонда относит недобросовестных страхователей, которые осуществляют несколько видов деятельности и не подтвердивших вид экономической деятельности до 15 апреля. Это срок, вот, который установленный, да? Да, это срок, последний срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации. Это 15 апреля. В этом году он выпадает на субботу. И в соответствии с законодательством он перенесен на первый рабочий день, то есть на 17 апреля. Является последним днем, сроком для подтверждения вида экономической деятельности. Какой вид экономической деятельности является основным? Основным видом экономической деятельности для коммерческих организаций является тот вид, который имеет наибольший удельный вес по доходам, осуществляем из разных видов деятельности. Для некоммерческой организации это вид деятельности, в котором задействовано большинство работников. Какие документы нужны для подтверждения экономической деятельности? Для подтверждения вида экономической деятельности необходимы следующие документы. Обязательно это сформировать или заполнить и направить заявление в установленной форме о подтверждении вида экономической деятельности за предыдущий календарный год и к нему приложить или прикрепить справку подтверждения об основных видах экономической деятельности и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий календарный год. Копию пояснительной записки не прилагают только субъекты малого предпринимательства. Все эти документы нужно предоставлять вам, Фонд социального страхования, да? Совершенно верно. Фонд социального страхования, где зарегистрированы страхователи, необходимо в территориальные органы Фонда социального страхования направлять вот вышеозвученные документы. А можно ли это сделать онлайн? Да, можно воспользоваться для подтверждения вида экономической деятельности, что мы настойчиво рекомендуем, порталом госуслуг. Для подтверждения вида экономической деятельности через портал госуслуг, то есть через электронное правительство Российской Федерации, необходимо создать свой личный кабинет сначала физического лица, потом юридического лица, и путем сформирования заявления и прикрепления к нему файлов копии пояснительной записки и справки подтверждения можно направить в Фонд социального страхования онлайн. Ну, до 15 апреля время еще есть предоставить, да, все необходимые документы, но тем не менее, если у работодателей возникают вопросы, по какому номеру или, может быть, куда они могут прийти, чтобы их задать, чтобы им разъяснили и помогли? Контактные номера для справок — это 971 11 либо 971 07. По адресу можно обратиться в Кызыл Кочета 104А, кабинет номер 1. Спасибо.
Сегодня мы беседовали с руководителем группы страхования профессиональных рисков регионального отделения Фонда социального страхования Чергалом Топураном. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий в России с 1 апреля. Эта часть пенсионного обеспечения возрастет на 1,5%. Этим же постановлением Пенсионному фонду поручается проинформировать свои территориальные органы о размере утвержденного коэффициента для увеличения соответствующих пенсий. Напомним, что в феврале пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,4% в соответствии с фактическим уровнем инфляции. Сейчас же социальные пенсии индексируются в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров, как это ранее предложил Минтруд России. В губернаторском проекте «Корова-кормилица» в 2017 году принимает участие 250 семей. На реализацию социального проекта в этом году предусмотрено 10 миллионов рублей. Для отбора 7 участников социального проекта с 21 января по 10 февраля этого года в 125 селах и деревнях республики были проведены сходы граждан. В каждом селе выбрали по 2 семьи в соответствии с критериями отбора, разработанными при запуске социального проекта. Стоимость одной коровы с теленком в рамках проекта составила 38 тысяч рублей. При заключении социального контракта с семьями-участниками животные будут застрахованы на случай болезни и кражи. По истечении 2 лет с момента передачи коровы с теленком и подписания социального контракта корова передается в собственность участнику проекта, а теленок передается другой многодетной малоимущей семье. На сегодняшний день определены списки 154 потенциальных поставщиков коров с телятами из районов республики. Предварительное количество реализуемого скота составило 244 головы. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 23 копейки, а евро 61 рубль 73 копейки. Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». В эти выходные в Кызыле стартует городской форум молодых педагогов муниципальных образовательных организаций столицы «Путь к успеху». Цель форума – предоставление возможностей для молодых педагогов презентовать свой опыт работы, выявление и поддержка творчески работающих, талантливых, с активной гражданской позицией молодых учителей, воспитателей, педагогов муниципальных общеобразовательных дошкольных организаций и учреждений дополнительного образования детей города Кызыла. Необходимо создать возможность прохождения медицинских обследований без нервов и очередей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Глава государства также поручил в ближайшие 2 года подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Также, по словам Владимира Путина, нужно добиться того, чтобы врачи избавились от ненужной бумажной работы и больше времени уделяли пациентам. Центр планирования семьи при женской консультации номер 44 из города Санкт-Петербурга предложил Министерству здравоохранения Тувы сотрудничество по лечению бесплодия и проведению экстракорпорального оплодотворения в рамках обязательного медицинского страхования. В настоящее время женская консультация номер 44 Санкт-Петербурга является активным участником программ государственных гарантий по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий и входит в число лучших клиник страны. По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с марта по апрель в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау сохраняется риск схода снежных лавин. На основании данного прогноза, учитывая погодные условия, сход лавин наиболее вероятен на горе Мингунтайга в районе хребтов Цаган-Шибету и Шапшальский на территории Мингунтайгинского района и на перевале Соты на территории Байтайгинского района. С 22 марта по 1 апреля в Кызыле пройдет первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина. По предварительным заявкам в состязаниях примет участие около 150 человек из 12 субъектов Сибири. Радуга искусства открывает новые таланты. В Туве стартовал ежегодный республиканский конкурс фестиваля исполнительских работ. Он проходит на базе Кызылского колледжа искусств. Конкурс объединяет талантливых детей, играющих на различных музыкальных инструментах, сольных исполнителей и ансамблей. Тему продолжим в следующем сюжете. 20-й по счету творческий конкурс среди школьников «Радуга искусств-2017» стартовал с теории. Ученики со 2 по 7 класс со всех районов республики собрались в колледже искусств показать свои навыки и знания в области искусства. В этом году в рамках конкурса фестиваля «Радуга искусств», который проводится ежегодно в Кызыльском колледже искусств, мы проводим музыкально-теоретическую олимпиаду по музыкальной литературе. Поскольку вот этот год юбилейный для 2 композиторов, это
композитора первого поколения Ростислава Токурловича Кентамбиля, которому исполняется 95 лет, и 75 лет исполняется Владимиру Салчаковичу Токо, композитору уже второго поколения. Мы решили сделать олимпиаду по тувинской музыкальной литературе. Анна Чередниченко с 2 лет занимается музыкой. Хоть и выбор хобби не был собственным, она уже знает, что в последующем пойдет учиться в колледж искусств и, возможно, в консерваторию. Занимаюсь с 2 лет в музыкальной школе 9. Получилось так, что родителям посоветовали отдать меня на фортепиано для того, чтобы я развивалась. А потом, когда стала постарше, я сказала, что мне это нравится, и меня отдали в музыкальную школу. Кроссворды, состоящие из творчества тувинских композиторов, викторины и чтения с нот. Все это Ане уже знакомо. Она в этом конкурсе участвует не в первый раз. Подобного рода олимпиады для девочки еще один шанс проверить свои знания и возможность познакомиться с ребятами из других районов, но с аналогичными интересами. На радуге искусств я 2-й раз. 1-й раз была в 5 классе и 2-й вот сейчас в 7. Важно, наверное, для того, чтобы можно было поступить куда-то в дальнейшем в музыкальное училище или, может быть, даже в консерваторию. Да и просто я везде участвую, как и в школе, так и в музыкальной школе. «Радуга искусств» стал успешным проектом, потому как ежегодно для участия в этом конкурсе приезжают талантливые школьники практически со всех уголков республики. По его итогам присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи Тувы в рамках реализации приоритетного национального проекта образования. Чинчи Кашпукол, Чинчи Самбуга, РС Хавалык, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». В Туве грузоподъемность Карахакской ледовой переправы снижена до 5 тонн. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Замеры льда на реке показали, что его толщина составляет 60 сантиметров. По итогам проверки принято решение снизить грузоподъемность переправы с 10 до 5 тонн. Эксплуатация ледовой переправы разрешена до 29 марта. Сроки закрытия могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. И о погоде. Завтра ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -16, -13 градусов, днем -3, +2. Ветер 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -10 градусов, днем -2, -7. В Родане ясно, без осадков. Температура воздуха утром -10 градусов, днем -3, -8. На Полке погода ясная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром -13 градусов, днем 0, -5. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром -15 градусов, днем -3, +2. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. На этом у меня все. Этот выпуск новостей ищите на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо за внимание и всего доброго.